если что, вырежу. Так, начать запись. Перемотка идет? Да. Микрофон выключить. У нас никого нет, да? Да. Один есть какой-то. И все, да? Ну вот запись все равно будет вестись. Я понял. В переносимой нужно? Демонстрацию Нет. То есть сейчас он видит нас, человека, вот в таком окне. И вот экран, да? Да. То есть мы просто откроем презентацию, и все. Он еще выступающий сидел вот здесь, да, и переключал свои слайды. Можно в полноэкранном режиме это делать, да? Так, никаких кнопок дополнительных мы не нажимаем. То есть трансляция как идет до конца, так она до конца идет. Ну все, сейчас можно, по идее, вы что-то проверите? Нет? Что, все, я все запустила? Нет, как идет и не идет трансляция. Это запись идет? Это запись не интернете, потом сохраняется? Вы так будете? Да. Все, я тогда понял. Хорошо. Так, все. Сейчас я включу. Это где работает? Так. Что нужно еще? Так, значит, кто Сейчас. Чья флешка? Чья флешка осталась? Моя. Да. А я потом текущий момент. Хорошо? Так, вам нужно сесть. Надо сидеть, да? Да. Выступающий сидит. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на второй площадке, которая посвящена нашим проблемам, нашим успехам в организации вот такого вот нового направления, как организация учебно-воспитательного процесса на базе так называемых субсидиарных сущностей Центра образования .роста, цифровые центры образования IT-клуб и школьный кванториум. Вообще, центры .роста, будем называть кратко, уже в нашей стране, в нашей республике функционируют с 2019 года. Но до 2021 года вот в республике Коми мы так вот функционировали пока разрозненно, хаотично, несмотря на то, что в 2019 году даже была принята концепция реализации программы .роста в республике Коми, но мы так вот существовали не очень организованно. И вот всего с 2021 года Государственный институт развития образования Республики Коми определили таким региональным оператором координации работы всех точек роста. И вот прошел всего лишь 1 год. Назначили координатором Новикову Ирину Дмитриевну, то есть меня. Я вообще человек далекий от таких вот структурных подразделений в школе, потому что я биолог, географ, ОБЖист, и так вот судьба свела меня вот с таким вот новым, очень интересным направлением. Поэтому вот первый год у нас вот прошел вот так вот в состоянии знакомства, в планировании, в нахождении точек соприкосновения, в поиске вообще, где у нас эти школы, да, кто работает в этих вот школах и кто работает в точках роста. И я благодарю всех, кто откликнулся на наш призыв министерства, призыв Института развития образования Республики Коми. И мы с вами провели первую такую вот сессию онлайн-школы «Точка роста». И сегодня мы с вами подведем итоги работы нашей школы, подведем итоги того, что получилось. А также я хочу поблагодарить и тех педагогов, которые помогали нам проводить стажировки и выездные мероприятия. И сегодня с нами на площадке Андреев Константин Андреевич, заместитель директора. Руководитель Центра цифрового образования КИКУП Силовых. Очень хорошо мы провели
в этом Центре дополнительного образования выездные мероприятия, приезжали к нам. И точно так же мы съездили и посмотрели, как живет, работает очень большая Усть-Куломская средняя общеобразовательная школа. Эта школа вообще уникальна тем, что там сразу 3 сущности. Там и точка роста, и IT-клуб, и школьный кванториум. И вот, конечно же, эта школа, она является очень важным таким вот образовательным и социокультурным центром в муниципалитете. Что еще у нас такого вот было нового и значимого? Это то, что мы провели стажировку для учителей физики на базе гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина в Сыктывкаре, на базе школьного кванториума. И также у нас дальше будет, у нас же запланировано, также уже в Визинге будет проходить, опять же, стажировка для учителей физики. То есть по ходу своего доклада я буду говорить о том, что у нас будет происходить и какие проблемы. А вы сразу же можете задавать вопросы по ходу доклада или после того, как этот доклад будет сделан, потому что нам нужно сейчас найти общие такие вот точки соприкосновения, выстроить, понять, а как же дальше мы будем обмениваться опытом в плане организации учебного процесса вот в таких вот интересных структурах. Так, ну теперь я перейду к докладу. Итак, так, значит, что у нас тут? Вот слайд-шоу, да? Да. Так, и сначала. Итак, после того, как у нас был определен региональный координатор работы точек роста, как мы изучили концепцию реализации программ точек роста, все началось с того, что был разработан и утвержден в Министерстве образования региональный комплексный план организационно-методического сопровождения субсидиарных сущностей. И вот по этому плану мы и работали. И сейчас уже в министерству представлен второй план, второй региональный комплексный план уже на 22-23 учебные годы. Итак, представлена динамика открытия точек роста и других субсидиарных сущностей в Республике Коми. Все началось в Республике Коми у нас всего с 22 точек роста. Так, и вот уже озвучила сегодня Наталья Владимировна, что на сегодняшний день таких вот точек роста у нас уже будет 85. Далее, посмотрите, пожалуйста, в Усинске должен открыться IT-клуб, так, в Воркуте должен открыться школьный малый кванториум. Так, то есть вот это не просто отдельно взятые какие-то структурные подразделения, не просто отдельно взятые точки, а эти все структуры, все школы, в которых открыты эти структуры, их нужно рассматривать как уникальную образовательную сеть. И вот где-то около 2 лет, около 3 лет у нас в профессиональной среде фигурирует такое понятие, как экосистема образования. Что подразумевается здесь? Этот термин, он вошел к нам в жизнь, понятное дело, из биологии, из экологии. Но эта система подразумевает что? Подразумевает взаимосвязь между структурами, которые входят в эту систему. И вот это у нас будет дальнейший такой очень непростой шаг к тому, что между всеми структурами должны быть отлажены механизмы взаимодействия. Это не просто по обмену опытом, это понятно, да? А то, что учащиеся из одной школы должны беспрепятственно иметь возможность получить какое-то образование и в другой соседней школе. Ну вот, например, вот у нас есть школа А, в ней, естественно, научный профиль функционирует, да, а вот есть школа Б, в ней технологический какой-то профиль, да? Но ведь в школе Б есть ребенок, который интересуется естествознанием, да, а в школе А есть ребенок, который интересуется информатикой там, и другими технологиями, робототехникой. Значит, нужно найти вот эти вот механизмы, эти пути для того, чтобы дети могли беспрепятственно обучаться в разных школах,
а чтобы были также сняты какие-то финансовые, юридические барьеры, чтобы педагоги могли, соответственно, получать то финансовое вознаграждение, которое они будут затрачивать на то, чтобы учились дети из других школ. Вот это проблема организации сетевого взаимодействия, сетевого партнерства. Ведь мало того, что здесь мы говорим о том, что должны функционировать между собой образовательные организации. А ведь если мы почитаем методические рекомендации, другие положения о точках роста, то там сказано, что нужно контактировать на условиях сетевой реализации программ с реальным сектором экономики. То есть если изучаются, например, технологические какие-то процессы, так, то дети должны иметь представление о том, как же эти технологические процессы преломляются, реализуются в реальном где-то секторе экономики, и уже сразу же выходить на какую-то профессиональную ориентацию. Как организовать вот такое взаимодействие, да, с предприятиями. Вот это тоже, конечно, уже здесь нужно выстраивать какие-то юридические такие вот рельсы, линии для того, чтобы все у нас было взаимосвязано. Я к чему еще говорю, что вот взаимосвязи между школами особенно. То, что сейчас мы в школе получили, не будем надеяться, что нам это через год что-то пополнят. Да? Оборудование есть, его нужно осваивать, в том числе и в условиях сетевого взаимодействия. Значит, федеральным координатором является Министерство просвещения, и все субсидиарные сущности, они перешли в юрисдикцию Фонда новых форм развития образования. Так. И вот как раз представитель этого фонда, Воробьев Владимир Михайлович, он как раз у нас был весной, в мае, он посетил в Сыктывкаре гимназию Пушкина кванториум, посетил в Вильгарте дом дополнительного образования, простите, так, и где-то еще мы побывали, и, конечно же, товарищи из Москвы остались так довольными тем, что мы тут все-таки работаем так, как нужно. Да, еще они были в большом кванториуме Республиканского центра дополнительного образования. Так, вот еще раз, значит, обращаю ваше внимание, что концепция, господи, даже она утверждена была в 2018 году, и потом она постепенно дополнялась, эта концепция, и последние изменения внесены в феврале 2021 года. И вот на основе этой концепции, на основе всех тех методических рекомендаций, которые выпущены, да, мы как раз и организуем свою работу, и на этом перечне и составлен наш план сопровождения всех точек роста и так далее. Значит, на что здесь нужно обратить внимание еще раз? То, что модернизация методик изучения предметных областей самых разных, так, но вот, к сожалению, пока еще, а вот кто из вас вот присутствующих смотрел наши вебинары «Точка роста»? Так вот, смотрели, да? Но пока у нас очень мало, чего мало? Мало представления опыта. Мало представления опыта. К сожалению, как я могу поощрить? Вот только сертификат вручить, что вы приняли участие в трансляции своего опыта. Приказ у нас есть, информационное письмо есть, рассылаю. Так? Но сколько, например, я как биолог могу рассказывать что-то по методике, да, но когда выступает учитель, да, и говорит, вот я беру это оборудование и делаю то-то, это же во много раз лучше, так ведь? Поэтому, вот, когда вы приедете на места, пожалуйста, обсудите, что можно делать, да, что вы можете демонстрировать, через наши республиканские семинары методические. Далее, вот еще раз тут указано, что у нас нужно разрабатывать, решать проблему, это организации сетевого партнерства и реализации образовательных программ общего и дополнительного образования в сетевой форме. Так,
вот еще у нас большая проблема, пока эта проблема заявлена на уровне документов, это сопровождение по наставничеству. Это наставничество. Причем наставничество, речь не только идет о наставничестве по направлению педагог, ученик, да, а именно ученик. Вот это вот наставничество. И так вот в частных беседах, да, вот у нас вот есть вот так. Но опять же нету выхода на трансляцию своего опыта. И вот сейчас сразу же озвучиваю, что у нас будет проходить на следующий год к весне, в март-апрель, конкурс наставник. Все, заявляю, потом уже буду рассылать информацию о том. Так, конкурс наставник на следующий год, весна, 23 год. По какую модель вы будете представлять, это будет уже ваше дело. Кстати говоря, еще можно привлечь и студентов, которые у вас будут на педагогической практике, потому что есть такая модель студент-ученик или модель учитель-студент. Вот как раз то, о чем говорила Наталья Владимировна, да? Это вот взаимосвязь поколений. Продумайте, пожалуйста. Чтобы продумывать, надо сначала самим научиться. Проблема, что не во всех школах есть все оборудование, не все школы реализуют. В каких-то школах, например, у нас комплект физики пришел, да, в какой-то школе больше там по географии пришел комплект. То есть это вот у вас надо вам продумать по поводу того, чтобы конкурс учитель, студент или студент-ученик. Модели у нас описаны на сайте КРИРО, есть описание модели. А какой предмет вы будете представлять? Это все от вас. Вот для того, чтобы он появился, у нас уже... Вот мы... То есть вот это вот... Для того, чтобы сдвинуть с места, нужно начать. Маленький конкурс проведем хотя бы. Посмотрим, что получится. Так, региональный комплексный план, который мы реализовывали, он имеет много направлений. Основные я озвучу сейчас. Их 10, я их сейчас сгенерировала, где-то около 8 написала. Но самое важное мероприятие у нас будет проходить вот с 6 сентября. 6 сентября начнется у нас новый поток онлайн-школы «Точка роста». Мы здесь пока не даем никакого удостоверения. Посещение свободное. Но, значит, вы можете принять участие в выступлениях, в семинарах, потому что вот где-то до 6 сентября я уже разошлю примерный, не то что примерный, окончательный график и тематику проведения мероприятий. Вы можете что? Проанализировать содержание, название, да, и заявиться, прислать мне заявку, что вы планируете выступить с таким-то семинаром. Всегда у нас идет анонсирование мероприятий на официальном сайте КРИРО. У нас там имеется анонсная и новостная лента, и вот там всегда все размещается. Так. Одно из направлений, которое фиксируется очень четко и строго, это участие педагогов точка роста во всех мероприятиях, которые инициирует Академия просвещения. Вы знаете, да, что сейчас все курсы повышения квалификации, они проходят именно вот под руководством по программам, которые утверждены этой очень важной организацией. Но нужно сказать, что, к сожалению, вот очень мало педагогов, которые работают, реализуют программы точек роста, приняли участие в этих курсах повышения квалификации. Даже если посмотреть «Школа современного учителя», то тоже не все педагоги прошли повышение квалификации по этим курсам. Извещения проходят об этих курсах, и я рассылаю, и Центр непрерывного повышения педагогического мастерства рассылает всю эту информацию. Информация рассылается по управлениям образования.
Вот если кто захочет напрямую со мной иметь контакт, в конце слайда будет показана моя почта электронная и телефон. И тогда уже я буду вам посылать конкретно, лично вам, как руководителю точки роста, да, или конкретно на школу. Потому что вдруг иногда бывает так, что в управлении образования, ну, что-то там идет всякой информации, и это письмо информационное потерялось. Поэтому вы можете смело мне присылать свои вопросы, просьбу, что вот прошу лично мне адресно пересылать такую-то информацию. Все это будет сделано. Так, теперь обращаю ваше внимание на то, что выделено красным цветом. С октября месяца 2021 года Академией просвещения инициирована очень важная Всероссийская профессиональная олимпиада учителей-предметников. В прошлом году она состоялась, первая. И сейчас весной, вдруг неожиданно для нас, заявили второй сезон этой олимпиады. И у нас уже весной, в марте-мае, прошло два направления. Это ДНК науки для учителей естественно-научных дисциплин и для учителей информатики. Точки роста не принимали участие. Сейчас будет осенний, так сказать, поток, и, значит, там будут у нас, и в этом осеннем потоке будет направление команда большой страны и хранители русского языка. Так, точки роста обязательно должны заявиться в этих конкурсах. Ничего сложного нет, я пока сейчас не буду рассказывать про эти олимпиады, да, но, значит, 23 сентября будет вебинар на заданную тему. 23 сентября. И 23 октября начнется заочный тур. Нужно сказать, что учителя нашей республики, они принимали участие по всем направлениям и доходили, и принимали участие в федеральном очном этапе. Заочный этап на месте сидите, командой своей делаете, да, потом очный этап муниципальный, тоже организуем площадки по муниципалитетам в одной из какой-то школ, да, и затем федеральный. Все у нас всегда выезжали. То есть вот это вот новое, я уже анонсирую вот эти вот все мероприятия. Так. Ну, далее, это традиционные такие вот семинары по разработке программ общего образования, дополнительного образования, внеурочной деятельности. Да? Ну вот сейчас у нас будет проблема заключаться в том, нужно как-то ее будет решить, то, что с переходом на обновленный ВВОЗ уже в 5 классе, да, а ведь и 5 классы используют оборудование точек роста. Как дальше там мы будем все это совершенствовать, да, модернизировать программы. Так. Вовлечение обучающихся в различные формы проектно-исследовательской деятельности. Как показал такой вот негласный мониторинг работы точек роста в данном направлении, было установлено, что у нас расхождение сохраняется на тему, что такое проект, что такое исследование. Так? Кто что хочет, тот так это и понимает. На эту тему у нас тоже будут семинары, они будут в октябре, что такое проектная деятельность, исследовательская деятельность, организация проектно-исследовательской деятельности. Я жду вас с вашими предложениями, как вы работаете с детьми, как готовите к различным конференциям школьного уровня, регионального уровня, муниципального, федерального. Пожалуйста. Ну, а все-таки вот пример того, что как порой мы не понимаем, что такое проект, что такое исследование. Вот пишут коллеги, проект «Таинственные места неизвестной Германии». Это проект. Таинственные места неизвестной Германии. То есть вот все намешано тут, да? И непонятно, что же будут исследовать. Так. Ну вот здесь сделана выборка о том, что сколько учащихся принимают участие
в различных конкурсах федерального уровня. Это только по точкам роста. Ну, понятно, что школ много, да, есть гимназии, лицеи и так дальше. Но все-таки, даже если мы будем учитывать, что мы говорим в основном это о сельских школах и школах малых городов, все-таки детей очень мало принимают участие в конференциях федерального уровня. Значит, задача стоит перед нами какая? Чтобы именно так проводить эти исследования, так их организовывать, чтобы дети имели возможность выйти на более высокую трибуну. Так, сетевые образовательные программы. У нас, значит, был на эту тему небольшой методический такой вот семинар. Кстати, эти ссылки на все эти семинары у нас оформлены на сайте Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. Так, вот, вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества. Так, на что здесь нужно обратить внимание, что вот в эту категорию, в это направление деятельности точек роста входят мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся. Так, и вот как раз вы представили достаточно развернутую картину на эту тему. Но что интересно, вот, к сожалению, это направление, оно еще учитывает такое мероприятие, как организация встреч школьников с руководителями глав муниципальных образований. Вот один муниципалитет, только, вот, к сожалению, сейчас не буду говорить, забыла, из какого же муниципалитета похвастались тем, что вот на встречу с школьниками приходил руководитель этого муниципалитета. То есть нужно как можно больше привлекать вот таких вот людей, которые стоят у руля, да, которые руководят производством, руководят районом, да. Заканчиваем. Так, про ориентационную деятельность сказала. Так. Гражданско-патриотическое воспитание, оно сейчас входит во все направления, да, и вы знаете, у нас этим занимается в институте Волкова Анжелика Васильевна, и целая линейка мероприятий проходит под ее руководством, при ее организации, но мы тоже их включаем сюда, то есть вот здесь работает два центра сразу. Так, молодые педагоги. Но нужно сказать, что, к сожалению, вот молодые педагоги мало принимают участие в наших мероприятиях. Так, ну что же, нужно готовить, потому что вот новые формы хакатоны, например, они что, предусматривают, ну, конечно, по какой-то теме заранее готовятся, да, но в основном это командная работа уже на месте, и это стимулирует творческое развитие участников таких мероприятий. А то, что хакатон мы должны осваивать форму хакатона и среди учащихся, да, вот это тоже у нас будет развиваться, ту же методику будем изучать с вами. Так, ну и трансляция педагогического опыта. Это вот небольшое количество педагогов, которые приняли участие в трансляции. Конечно, таких педагогов может быть много. И если вот когда вам пришлю список тем, да, вы можете даже написать, ну, например, языковеды, там, 3 человека, 5 человек в школе, да, напишите себя. Времени у нас будет, вы пришлете свои выступления, да, по тематике, мы подключим, покажем. Никаких проблем нет. Главное, чтобы добрая воля была. Ну и таким вот, центры точка роста, они, которые работают вот по таким вот направлениям, в итоге они обеспечивают вот такое вот развитие не только детей, да, но и это сами педагоги тоже растут в профессиональном плане, и развивается вот эта вот инфраструктура школы. Но на что еще здесь хочу обратить ваше внимание? Согласно положению, руководить центром точка роста должен быть назначен руководитель центра точка роста. 5 школ. Вижма есть здесь? Есть. Вот почему-то в Выжме из 5 школ
не прислали, что у них есть руководитель, только директор. Это не есть хорошо. Или там не знали, что есть руководители точки роста, или забыли, по какой причине, не знаю. Или, например, тоже не есть очень хорошо то, что директор выполняет функцию руководителя точки роста. Это тоже не есть хорошо. Не есть хорошо, что если завуч по учебно-воспитательной работе выполняет функцию руководителя точки роста. Почему не есть хорошо? Ну, есть свои, конечно, нюансы. Так, но сейчас речь, у нас сейчас такая развивается тенденция, как команда образования школы. Да? Школа должна иметь свою команду. И если вы из своей среды выделяете педагога, которому доверяете руководить вот этой вот внутришкольной структурой, да, значит, вы этому педагогу доверяете, и он будет вместе с вами, вместе с директором, вот он дальше будет развивать вот это вот новое такое вот образовательное пространство. Нигде в списке руководства школы нигде не написано руководитель центра точка роста. Вот как будто бы его и нету. Есть заместитель директора по ХЧ, есть главный бухгалтер, есть руководитель там по кадрам, но руководителя точки роста нет. Ну, Сергей Александрович, это не обязательно, ну, может быть, учитывая особенности там школ, но я думаю, выделить, найти педагога, который бы смог бы вам в помощь помочь составить план этой точки роста, да, курировать, вот медиасопровождение будет сегодня у нас речь идти, курировать размещение информации о работе точки роста. Понятно. Понятно, ну вот есть свои нюансы, конечно. Так, на что хотелось бы обратить внимание. Мы всегда после каждого семинара точкуем, кто у нас был на семинаре. Да? И составляем для себя вот такие вот таблицы, для того, чтобы понять, а что может быть мешает, в чем причина того, что где-то, где у нас там Воркута, вот почему-то в Воркуте, в которой нету ни одной точки роста, у них там 76 посещений, да, а простите, вот в моей любимой Ижме, там, где точки роста есть, в 5 школах, да, а сейчас уже и больше, там всего 3 посещения. Вот как так? То есть, ну тут это просто информация к размышлению. Ну, это было за первое полугодие, и за второе полугодие, ну, картина, в принципе, та же самая остается. Но что нас приятно радует, что к нам подключается федерация. Вот даже Алтай, 19 подключений, Дагестан, Владимир, Нижегородская область, Краснодарский край. Вот приятно, что в Алтае интересуются. Причем педагоги, они не разово подключались, да, они там где-то раза 3 или 4 подключались и смотрели. И даже спрашивают, а из Владимирской области спрашивали, а можно ли нам бесплатно смотреть? Да смотрите, пожалуйста, бесплатно. Первый раз, второй, третий, вдруг там что-то вы найдете для себя интересное. Так. Ну вот, контактная информация. Так, очень простая. Ирина Дмитриевна Новикова, Крилон.ру и рабочий телефон. Ну, вот совсем недавно из какой-то школы слезное такое письмо было, а вот мы не знали, что там у вас была точка роста, а можно мы сейчас будем, мы там пропустили. Я им пишу, значит, не переживайте, уважаемые коллеги, можете подключаться с 6 числа. И да, и я им буду присылать уже персональное направление. То есть вы можете мне прислать вот это, свой адрес, свой запрос, а сейчас машина ведь просто все делает, да? Я составляю столбец, и потом копирую и рассылаю сразу 20 писем. Так ведь, да? Так, ну вот, сейчас мы продолжим наше общение, и, пожалуйста, задавайте вопросы, слушаем внимательно друг друга. Так, я передаю слово, так, Людмиле Васильевне Богатовой. Она нам представится. Коллеги, можно вот небольшое вводное, да, не успели сказать, да, нам немножечко нужно ускориться сейчас, да, и посмотрите, обратите внимание, обед у нас 13:30, детского
этом же месте. Потому что захват экрана идет и так далее. То есть, если вы выступаете, вы сидите, сами себя сопровождаете. Хорошо? Вот. И вопросы будем задавать по ходу. Пока слайды сперва. Слайды. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Людмила. Я являюсь педагогом-организатором Пашкинской школы. И сегодня постараюсь поделиться с вами опытом. Выступающие должны сидеть там. Я же только что про это Видно было, потому что идет онлайн-трансляция. Ну, Можете сесть и Я же вам только что про всех сказал, что выступающие А если должны стоять сидеть. рядом буду, нет? Что? Стоять рядом буду, нет? садись. Нет, Самой вам щелкой? нужно Щелкой. сесть самой щелкой, да, потому что Хорошо. будет некрасиво, вы понимаете, на трансляции. Понятно. Как пела. Снова Да. начинать? Да, пожалуйста, сначала начните, да. и- Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Куда смотреть? Вот, камера находится перед вами. Видите документ камера? Видите документ камеру? Вот она, перед вами, прям вот направлена на вас. Вот. А, я с ними, с Да, лампочками вы должна общаетесь разговаривать. через нее. Но для нас... Я бы тоже хотела всегда. видеть ваши глаза, например, Нет, пожалуйста. а не лампочки. Вы сидя там и освещайте на аудиторию. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Людмила. Я являюсь педагогом-организатором Пашкинской школы. И сегодня постараюсь поделиться с вами опытом работы в информационно-медийном направлении. Расскажу, что мы имеем сейчас на данный момент в нашей школе и к чему стремимся. Если у вас возникнут вопросы, вы уж, пожалуйста, их запишите, и вы тоже. Я с большим удовольствием в конце выступления на них отвечу. Итак, начнем. Наша школа является местом, которое занимает особое положение в структуре села. Школа старается удовлетворять всем потребностям современного общества. С 2016 года в нашей школе, в нашем образовательном учреждении запустили школьное радио. С 2017 активисты детской организации выпускали школьную газету «Мир юности». А в начале 2019 учебного года у нас открылись образовательные центры «Точки роста». Мне предложили стать руководителем кружка медиатворчества, на что я с большим удовольствием согласилась. Написала программу, набрала команду из учащихся 8-11 классов, и у нас закипела работа. За год активной творческой деятельности мы пришли к общему выводу, что нам нужно двигаться в данном направлении и дальше. А почему бы и нет? Кое-какие навыки для основы у нас на тот момент уже были. Выпуская школьную газету «Мир юности», ребята многому научились. Подбирать правильный материал для печати, грамотно составлять тексты, оригинально оформлять страницы, брать интервью и выводить его на печать. За время функционирования школьного радио дети приобрели навыки работы с радиоаппаратурой и микрофоном, научились правильно управлять голосом, примеряя на себя роль диктора. Также четко и красиво говорить на большую аудиторию слушателей. Занимаясь в кружке медиатворчества, ребята прикоснулись к искусству фотографии, научились снимать и монтировать видео. Но даже этого им было мало. И они хотели попробовать что-то новенькое. Взвесив все за и против, активисты информационно-медийного направления загорелись идеей создания собственного медиацентра. Как говорится в одной из известных песен, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Мы задались вопросом, а надо ли это всем участникам образовательного процесса, или это только наша прихоть, и это никому не интересно. В школьной группе социальной сети ВКонтакте мы запустили публичный опрос. Вопрос так и звучал. Интересна ли вам идея создания телевидения в школе? Проголосовало 110 человек. Из них 85% участников отдали свой голос за вариант ответа «Да, это замечательная идея». И мы больше не сомневались в правильности своего решения. Для реализации в школе собственного медиацентра мы имели отдельное помещение, фотоаппарат с функцией видео, записи, компьютер, специальную программу для монтажа, ноутбук, экран и телевизор для демонстрации готовых видеосюжетов. Но для более качественной работы нам необходимо было специализированное оборудование, которое требовало дополнительных вложений. Штатив для видео и фотокамеры, радиомикрофоны,
навесные микрофоны, видеокамера, хромакей, комплект постоянного и импульсного света. Было понятно, что на приобретение наших желаний никто деньги на блюдечки нам не принесет. С неба они не упадут, клад мы не найдем. Но это нас не останавливало. Ведь мы привыкли действовать по принципу «не нравится – меняй, не меняешь – не ной». И мы должны были найти эти деньги самостоятельно. Где их взять? Одно из решений – рискнуть поучаствовать в конкурсе на грантовую поддержку проектов. Например, народный бюджет в школе. И мы рискнули. Написали проект, сформировав конкретную цель, оформили его согласно положению и отправили на конкурс. Заочный этап проект успешно прошел, и мы попали на очную защиту, которая проходила в онлайн-режиме. Туда поехала я и небольшая группа из нашей команды. Время на защиту было строго ограничено, но ребята справились на отлично, очень достойно представили работу, вопросов у комиссии не возникло, им все было ясно и понятно. Наш проект стал одним из победителей данного конкурса. На его реализацию вскоре выделили деньги, и мы приобрели необходимое оборудование. Первоначально мы все пробовали на себе, так сказать, знакомились с современной техникой. Вскоре наша команда уже стала выпускать более качественные, необычные, сложные в монтировании видеосюжеты. Это и видео поздравления к каким-либо праздничным датам, и видео приглашения на планируемые мероприятия, и какие-то новостные ролики и многое другое. В прошлом учебном году в нашей школе состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски заслуженному писателю Республики Коми, члену Союза писателей России, нашему уроженцу Тимину Владимиру Васильевичу. К 100-летию Республики Коми и к его 85-летию мы с ребятами решили сделать большой видеопроект, использовав те технические возможности, которые благодаря народному бюджету нам удалось приобрести. Я бы хотела вам его сегодня показать. Буквально небольшой отрывок. Работает? Колонка работает? Тут пока звука нет, поэтому все нормально. А вы сейчас можете. 2 июля 1937 года в селе Пашка, деревне Гария Сахтагинского района, появился на свет мальчик. Назвали его Владимиром. Детство его совпало с войной. Школьная пора проходила в сложные послевоенные годы. В это время в нем стал просыпаться писатель. Будучи учеником 6 класса, Тимин отправил свои стихи в газету «Пионерская правда», но они почему-то не были опубликованы. Владимир Васильевич очень любил свою малую родину, гордился своими корнями, почитал родителей и всегда с трепетом в душе вспоминал свой отчий дом. Me чужи гудме гаря шихтен, и шелы минам вексени. Уравла батькам керка, кони корковали зев гажа, уна еза, но важен не набоиш не батьками мам, но ставу стане тырабанан, быттару мион виджедле, мион инматче, каштеланы, и юриш и шелымиш оспет се образесис. Тане ме вели шудан. И даже они олама свочементу девушка в ЕССР. Отчий край, он близок мне навеки. Родина у каждого одна. Я пришел из Коми деревеньки. Гарри называется она. Вы мою взволнованность поймете. Лес и луг, пьянящий травостой, сысово на здешнем повороте. Кажется, подковой золотой. Я гордился и горжусь поныне, что мне здесь родиться довелось. Гарри, здесь живут мои родные, и землякам моим, и свой, и гость. Ну а дома пироги и чай, и я верю, нету Гарри краше. Но замечу, за деревней нашей не кончается мой отчий край. Выданным аслаш чужан место, кенкетел, сые эдичик, йолотке водевича виштас, чужанина минам Гарри щит.
Корковали тативета для ежит пароход, Бородино нима. Лишань мики раз ми видят сейчас саялас мыльки саяс. Ми величать так кытчес ему на кушам течем мой сейчас мики страна. И окота величать пукшин за чеда муну чешься Бородино вылаз. Видят дыны тетта места и гашка тавосна и муниме величины печора саречной техникумы. После окончания 8 класса Владимир Васильевич поступил учиться в Печорский речной техникум. Я думаю, здесь можно остановить. Кому нужно, необходимо будет, я видеопроект обязательно скину, поделюсь с вами, чтобы вы в своих школах на классных часах, да, возможно, на каких-то тематических уроках смогли использовать этот материал. Но я думаю, вы смотрите на экран и прекрасно понимаете, что в нашей школе подобной телестудии нет. Но мы думаем, что она появится. Хотя это не обязательно, потому что, используя данные возможности, мы на экране можем оказаться в любой точке земного шара, даже на другой планете. Было бы желание и, так сказать, фантазия, да? Но мы, конечно, в проекте еще указывали вот такие планируемые, что мы ожидаем далее от этого проекта. Мы надеемся, что в школу начнут посещать с обучающими мастер-классами и беседами профессионалы своего дела. Это ведущие, корреспонденты, журналисты, специалисты по видеомонтажу, знаменитые люди Республики Коми и не только. И в будущем надеемся на сотрудничество с местными телеканалами, на выпуски наших сюжетов на районных, а может быть даже республиканских уровнях. И скажу вам по секрету, что в этом году, этим летом, в июне месяце, мы стали участниками слета юных журналистов, на котором прошла встреча с журналистами периодической печати Республики Коми. И они нам пообещали, что в новом учебном году приедут в нашу школу с обучающими мастер-классами, чего мы с большим нетерпением ждем. Так. Посмотрю, может быть, есть вопросы в чате. Это еще не все, я еще не все. Еще не все? Нет, конечно. Сейчас, секундочку. Я же еще всем здоровья не пожелала. Ну, а закончу я свое выступление пожеланиями для всех. Развивайтесь и мечтайте, ведь мочь значит хотеть. Все, а теперь я с удовольствием отвечу на все вопросы. Спасибо, Людмила Васильевна. Вопросов нет? Я уже сразу вас приглашаю в наши вебинары. Так? У нас запланировано на следующий учебный год линейка методических семинаров, медиатехнологии в школьном образовании. То есть там, вот, пожалуйста, вот вы можете, так сказать, начать первый. У меня один вопрос буквально. В какой программе монтировали видео? Данное видео? Да. Данное видео в программе Vegas Pro. Спасибо. Спасибо большое. Я знаю, что у нас очень многие школы занимаются созданием видеороликов. Даже есть своя радиоточка, которая называется, а так и называется, точка радио. А уж сколько монтируют сейчас видеороликов дети, то есть очень много, да, и я специально выписала этот список, составила себе, чтобы потом контролировать и буду связываться с руководителями этих точек роста. Так, ну а сейчас... Интересно. Спасибо, Молодые, очень эмоционально. Все-таки в школу нужна вот целая ставка дополнительная. Вот это Это большая работа. Ну, тут и в этой школе, да, там тоже у вас есть своя школьная Очень очень большая простая работа, история. это человек делает практически в свое нерабочее время. Поэтому много чего Часов много на это. Очень. Своих личных уходит, это, конечно. Пожелаем успехов, творческих успехов и Людмиле Васильевне, и всем, кто хочет заниматься этим делом. Так, ну а сейчас у нас нашу программу продолжает Андреев Константин Андреевич. Да? Добрый день, уважаемые коллеги, все, кто с нами в трансляции, присутствующие здесь, в этом зале. Мое выступление называется «Направление и формы деятельности Центра цифрового образования IT-КУБ в условиях сельского района». Ну, наверное, можно констатировать такой факт, что сегодня на данном этапе, да, времени у нас нет четких ориентиров в сфере IT. Да? Ну, все говорим о глобализации, о том, что IT захватывает мир все больше и больше. Ну, давайте просто присмотримся, да. Ну, например, на примере какого-то гаджета. Давайте возьмем телефон. Вот я вчера буквально, например, купил дочке телефон. И вот, ну не вчера, конечно, там уже месяц-два прошло.
И уже вот буквально вчера как раз я вижу анонс новой модели этого телефона. О чем это говорит? О том, что сфера IT, она постоянно и неминуемо движется вперед. И я, наверное, не призываю к тому, чтобы всегда гнаться впереди, как локомотив, да, за этим. Я призываю к тому, чтобы мы осваивали технологию, внедряли ее в наш процесс обучения, да, детей, владели ею, ну, скажем так, на 5 баллов. И все-таки поглядывали немножечко, да, как идет развитие, пытались что-то ухватить, но потому что вот на самом деле невозможно настолько быстро гнаться за этим. Я попытаюсь сейчас сократить свое выступление как можно. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» и цифровая образовательная среда по всей стране открываются центры цифрового образования детей ТИКУП. В 2019 году, вы видите, 20, как представлено на слайде, был открыт 21 такой центр цифрового образования детей. Огромная амбициозная задача ставится: к 2024 году будет открываться 340 таких площадок. Это очень серьезный показатель. Ну, хотелось бы немножко о себе сказать, скажем так. С сентября 2020 года на базе районного центра внешкольной работы села Выльгард открыл свои двери первый сельский в республике Коми IT-клуб. Тогда мы обучали, в первый год нашего открытия, мы обучали чуть более 400 детей. Дети от 7 до 18 лет. Центр цифрового образования создан в рамках нацпроекта при поддержке министерства и ведущих цифровых компаний. Вот на слайде вы видите наши направления, которые в тот год как раз являлись обязательными. Да, сейчас немножечко из года в год претерпевают свои изменения направления. Здесь федеральные партнеры Яндекс.Лицей, IT-школа Samsung, ну, Лего, которая сейчас, скажем так, сильно не называется, да, но мы в том числе работаем с Лего. Здесь не буду углубляться в конкретные направления, какой возраст и так далее, но поверьте, вот с чем мы столкнулись и до сих пор не можем до конца решить эту проблему, это кадры. Все-таки, чтобы вести достаточно серьезные федеральные программы, нужны очень высококлассные специалисты. А как показывает практика, даже вот мы работали и со студентами, мы обучаем студента, он приходит к нам, мы его, скажем так, растим, ну и через год он успешно от нас куда-то уходит, на другое место работы. Это очень такая глобальная проблема, и как раз возвращаясь к вашему, Ирина Дмитриевна, пожеланию в точках роста, чтобы был отдельный руководитель точки роста, я тоже как, скажем так, руководитель сущности могу вам сказать, что у нас просто нет ставок и нет денег на это. И поэтому в том числе приходится коллегам нашим, да, там, замам, там, другим педагогам курировать это направление. Ну, потому что на самом деле, не знаю, вот как-то с бюджетированием не очень хорошо дела обстоят. Так, вот тут хотелось бы отметить, что при открытии нашего центра цифрового образования IT-КОП в селе Выльгард мы сразу, скажем так, обозначили для себя ряд направлений, которые мы просто обязаны были курировать, ну, в нашем Сахтубдинском районе. Ну, во-первых, вот у вас на слайде, это я специально оставил, это слайд 3-летней давности, скажем так, уже практически. Это первые соревнования внешних пилотов квадрокоптеров, Аэрофест. Чуть-чуть, буквально 2 слова. Этот проект для меня очень дорог, почему, объясню. Потому что у нас в IT-кубе у самих даже не было на тот момент ни одного квадрокоптера, чтобы вы понимали. Но стояла задача. Центры цифрового образования точки роста имеют определенный ряд оборудования. И это оборудование, ну как, нельзя так, наверное, говорить, чтобы просто мертвым грузом не лежало, но чтобы оно действовало и раскрылось для детей в другом ключе. Мы придумали такое соревнование. Оно было достаточно, первый год оно было достаточно простым. И
мы увидели интерес детей, а это самое ценное, когда они между собой общаются, знаете, это живое общение, когда они делятся, я сделал вот так, а я сделал вот так. И как раз, я считаю, что это дало толчок развитию направления, вот скажем так, пилотирования квадрокоптеров. Следующее направление, которое мы уже на протяжении, я еще когда в управлении образования работал, начинал, порядка 8 лет ведем, то есть робототехника. Но мы робототехнику делим на робототехнику, скажем так, образовательную, да, которая для достижения определенных результатов и так далее, и робототехника соревновательная. Она самая зрелищная, как говорится, да, там дети меняются тоже между собой мнениями. Что у нас здесь два направления: робобоулинг и робофутбол. То есть роботы, собранные детьми по определенным параметрам, катают мяч, как в боулинг игра, и точно то же самое идет уменьшенная модель футбольного поля, где они играют в футбол. Не знаю, я считаю, что это такое определенное наше достижение, потому что мы уже вот в этом году мы будем проводить третий межмуниципальный, то есть этот конкурс будет носить уровень межмуниципальный. К нам приезжают команды из Сыктывкара, из близлежащих муниципалитетов, Объячева было много команд, да, много, на самом деле, вот я смотрю по практике организации этого конкурса, интерес постоянно растет. То есть все-таки нужно обращать внимание на то, вот я к чему хочу вам, я почему этот слайд еще показал, потому что все-таки в точках роста, наверное, нужно сделать какие-то 2-3 брендовых мероприятия, которые вы можете транслировать. Потому что тут и опыта набираются сами педагоги, и вы в том числе, да, и как руководитель, например, да, и к вам подтягиваются новые коллеги, и вы уже, совершенно другой оборот принимает ваша работа. Вот это очень важно. Также мы понимали ответственность и перед педагогами нашего района, потому как квалифицированные кадры, которые обучались на федеральных курсах, проходили подготовку. Мы для педагогов района проводили мастер-классы, семинары. Не буду сильно подробно останавливаться. Мы вот в этом году тоже планируем работу с видео, тоже в Sony Vegas Pro. У нас будет конкретный семинар, направленный по работе с хромакеем. Но там мы более глубоко хотим погрузиться и попытаться после этого запустить такой, скажем так, муниципальный конкурс роликов с использованием хромакея. Как и в каждом учреждении, да, складываются свои особенности. Наши особенности следующие. Да. В первые годы работы мы практиковали подвоз ребят на занятия из близлежащих школ. Да. Это Пашга и Шошка. В этом году мы уже отказались, и в прошлом от этой практики не удалось поддержать мотивацию. Тут, наверное, не знаю, тут совместная работа, не сложилась она у нас, не знаю. Был и опыт по работе с сетевыми партнерами. Например, в школе номер 1 в Ильгородской у нас не было педагога по робототехнике, и как раз наш педагог выходил, работал с детьми 1 день в неделю. Тоже интересный опыт, по сетевке, скажем так, да. Давным-давно в районе существовала проблема в отсутствии полноценного курса компьютерной грамотности, да. Вот мы с педагогами сели, решили, что нам нужно работать в этом направлении. Поговорили с директорами вольгородских школ и уже эту программу, придумали программу «Школьник 21 века». Она модульного типа, на 4 года обучения, то есть на все начальное звено. Тем самым, я думаю, что мы все-таки разгружаем педагогов началки, потому что не всегда есть нужный уровень, во-первых. Во-вторых, не всегда есть тут время и какие-то нюансы, да, то есть, опять же, это нужен целый класс, нужны компьютеры, нужна техника, а у нас такая база есть. Поэтому мы решили совместно решить такую проблему. Я думаю, что у нас все получилось. В прошлом году программу «Школьник 21 века» у нас прошли более 150 учащихся. То есть это очень хороший показатель.
Так, ну, в принципе, на этом я бы хотел закончить. Я бы просто хотел сказать о том, что вот весь этот сложный мир единицы нолей, давайте вот терминами, да, этими говорить, где происходит, собственно, кодирование информации, мы, вот именно сущность IT-Куб, да, пытается детей погрузить в этот мир, вот, скажем так, с самого первого класса, да, чтобы дети были непосредственно участвовали, принимали участие в организации своего собственного цифрового следа. Мы помогаем им в этом, мы открыты к сотрудничеству. Если вам интересно, звоните, пишите, мы всегда рады новым гостям, новым друзьям. Вот. Спасибо большое. Да, пожалуйста, задавайте, да. Смотрите, по поводу того, что в Пажде ребята ездили к вам, вот это было в этом, этой осени, да, получается, мы ездили? Прошлое. Или прошлое? Это, прошлое, да, прошлое было, да. Почему не получилось? Потому что программа была сложная, робототехника, да? И людей ездило как, ну, нормальное такое количество человек, да. 12-15, еще плюс дети с Выльгарской школы, педагог один, программа сложная. Пока он объясняет одной группе детей, дети минут 20 ждут, когда к ним подойдут. То есть это раз съездили, два, съездили, три, съездили, на четвертом не сказали о смысле. Проблема группа меньше. Обязательно, либо больше педагогов, либо меньше. Нет, получилось, тут да, был нюанс какой. У нас были определенные, ну то есть наша группа состояла из 12, то есть класс по IT направлению у нас было оговорено 12 человек. Когда набор, ну скажем так, выльгарских ребят, да, состоялся, там буквально было там 2-3 человека. То есть мы хотели, скажем так, ну, убить двух зайцев, опять же, да, всех вместе собрать, да, и попробовать обучение. В итоге что получилось? К нам начали приходить дети с Выльгарта, еще дополнительно. Открывать вторую группу это бессмысленно на 3 человек. Мы пытались объединить. Но там, опять же, разговаривали тоже с педагогом, был такой нюанс, да. Да, я понял это прекрасно, да. И в этом смысле мы после этого, да, отказались от этой практики, там потому что мы даже анкету запускали с Николаем Евгеньевичем. И как показала практика, ну, я так и не понял, чего хотят дети. Вот, если честно, они сказали, одни хотят вот это, другие хотят вот это. Ну, конечно, индивидуально настолько мы пока не готовы. То есть ребенок хочет вот такое направление, а его у нас, во-первых, нет. И как бы тут немножко мы должны задавать векторы. Мы вот определили 2 направления и идем по ним, движемся. А в плане того, что, ну да, вот у нас, видимо, не получилось это настроить, ну, мы уже от этой практики отошли. Может быть, мы к ней вернемся. Я не исключаю это, но как бы с другим подходом. Да. Угу. Так, спасибо. Следующий. Адреса были представлены, и вы можете связаться с Константин Андреевич. У нас сейчас представляется слово Третьякову Андрею Сергеевичу. Шахматное образование. Шахматное образование – это одна из основных составляющих подхода в неурочное время в системе дополнительного образования. Вот в полгода у нас был выезд в Сумскую школу. Вот это туда свое внимание. Так, сейчас. Слайд-шоу сначала. И стрелочками, да? Добрый день, коллеги. Простите меня, я волнуюсь. Вот, тема моего заявленного выступления – это шахматное образование в школе, но на самом деле тема называется у меня «Шахматы в лицах. Реализация программы дополнительного образования». Зовут меня Третьяков Андрей Сергеевич, являюсь педагогом дополнительного образования, представляю Усть-Куломский район, село Усть-Кулом. В этом году у нас в шахматном кружке небольшой юбилей, будет 5-й набор, то есть нам тоже 5 лет исполняется шахматному кружку. Вообще я веду несколько кружков различной направленности, но основным, как вы поняли, являются шахматы. В мае, когда я подводил итоги, я немножечко, скажем так, ошалел. Официально ко мне на занятия ходят 48 человек, но на финальном соревновании среди первоклассников у меня только первоклассников было 40 человек. То есть официально 48, а только первоклассников 40 человек. Группы у меня разновозрастные, дети у меня с 1 по 11 класс.
Группы формируются не по возрастам, а по уровню игры. И только первоклассники у меня, это самая младшая группа, то есть я их не разбиваю, я их никуда не разделяю, они у меня идут одним звеном. Так. Группы в течение года у меня тусуются. Сейчас то, что вы видите, это цифры за прошлые года. Вот. У меня есть младшая группа, это первоклассники, да, средняя группа и 2 старшие группы. За это время кружок существует уже 4 года официально, в следующем году будет 5-й год, в учебном году. Вот. За это время мы успели с ребятами поучаствовать более чем в 40 турнирах. Но на самом деле их больше, просто когда подсчитывал, потом устал считать, сбился с счета. И турниры у нас очные турниры, турниры дистанционные и соревнования первоклассников. Почему соревнования первоклассников, они выделены отдельно? Потому что понятно, что уровень игры маленький, то есть они только начинают, и у них соревнования внутри их объединения. В течение года у меня запланировано, и они проходят, у них всего проходит 3 соревнования, 2 теоретических, это решение шахматных задач. Первое у них такое соревнование проходит перед Новым годом. Второе соревнование по решению шахматных задач у них проходит где-то в апреле. И в мае у них в качестве выпускного экзамена у них шахматный турнир. Они играют внутри своего объединения. Народу было в этом году очень много, рекордное количество первоклассников, поэтому разделил их на команды по 4 человека, всего участвовало у меня 10 команд. Это вот как раз в декабре пришлось их раскидать по нескольким кабинетам, потому что в один кабинет не умещаемся. Да, забыл уточнить, что данная программа реализуется на базе Усть-Коломской средней школы в кабинете «Точка роста». Победители, призеры, и что касается очных турниров, это у нас районные, межрайонные, республиканские и всероссийские турниры. Дистанционные турниры — это республиканские, всероссийские, открытые онлайн-турниры, в которых можно участвовать на интернет-платформах. Что касается дистанционных республиканских турниров, это мы участвовали с детьми в 2020 году последний раз. И там участвовало 2 группы. У меня старшая и младшая группа. Вот старшие ребята в 3-м и при розыгрыше 3-го и 5-го кубка 2 раза занимали 3-е место. Вот. Было обидно, когда боролись за 5-й кубок, могли выиграть 1-е место, но у нас, к сожалению, выключили свет, пропал интернет, и поэтому только 3-е место. Что такое онлайн-турниры? В своей работе я активно использую всякие интернет-платформы, и одна из таких платформ была Самара Чес, это русскоязычный сайт. Преимущество его было в том, что я мог сам организовывать онлайн-турниры. И вот мы каждое воскресенье с детьми в 6 часов, у нас было определенное время, я организовывал онлайн-турнир, и дети играли. Преимущество какое было? То есть играли не только дети моего объединения, но могли играть любой человек с любой точки мира. Пару раз даже было иностранцев. Немцы и бразильцы активно играют. И в прошлом году нам пришлось отказаться от использования этой платформы. Почему? Потому что во время игры можно вести переписку, и очень много грязи. И с ребятами, посовещавшись, решили от этой платформы уйти. И перешли полностью на сайт lichess.org. Это открытый, она в открытом доступе, очень хорошая платформа, но один минус: я как организатор не могу организовывать онлайн-турниры. Вот. Нам хватает. Очные районные турниры, все вы знаете, да, последние 2 года в условиях пандемии работать было очень тяжело, поэтому районных турниров было мало, но тех, что проводились, ребята показывали достойный результат, как правило, призовые места, очень много победителей. И такой традиционный турнир — это отборочный турнир, наверное, знаете, «Белая ладья». Да? Также старшие ребята, скажем так, не старшие ребята, а ребята, которые опытные, они принимают в районных турнирах среди взрослых и занимают призовые места. Вот буквально недавно, к сожалению, фотографии у меня не сохранилось,
Один из таких турниров выиграл неожиданно для всех третьеклассник. Вот. Из 8 партий он не проиграл ни одной. В феврале месяце ученик мой ездил на межрайонные соревнования. Они проводились в Сысольском районе. Вот. Он защищал Усть-Коломский район и занял 3-е место среди мужчин. Очные республиканские турниры, их проводится в республике очень много, но, к сожалению, мы не можем в силу ряда причин, да, во всех принимать участие, но есть традиционные турниры, и один из таких турниров – это региональный этап международного конкурса «Белая ладья». Вот. Получается так, что с 2019 года мы регулярно с ребятами принимаем там участие, так как на муниципальном этапе команда Усть-Колома выигрывает эти соревнования. Вот первый раз мы участвовали в Артуке в 2019 году, потом был Вуктыл, в 2021 году в Северной Олимпии в Сыктывкаре такие соревнования проводились. В общем зачете наша команда стала 5-й и заняла 1-е место среди сельских школ. Это ребят, конечно, очень сильно смотивировало. Когда мы приехали, после каждого крупного турнира мы с ребятами подводим итоги. И вот одним из решений было это изменить название нашего объединения. Раньше у нас просто было шахматы. Вот, они придумали название «Черный ферзь». Старшие ребята разработали логотип. И вот с 2021 года, с весны, наше детское объединение называется «Черный ферзь». ВКонтакте, если хотите, можете найти, вступить в группу. Она открыта. И вот в Ухте в 2022 году немножко удача, да, вот, как говорят спортсмены, нужно быть немножко удачливым, чем умелым, да, вот нам немножко повезло, и наша команда заняла 2-е место. На этом же турнире в личном первенстве ученик занял 2-е место, не проиграв ни одной игры, вот. Также участвуем уже 2-й год подряд, летом в июне месяце проходит Усть-Сысольская ладья. Вот. В прошлом году мы ездили, привозил 4 ребят, мальчик занял 3-е место на этом турнире. И регулярно в той же Северной Олимпии, ну, каждый месяц там проводятся соревнования по быстрым шахматам. Ребята участвуют, регулярно занимают призовые места, но не только мальчики приносят, но и девочки тоже в копилочку свои личные достижения вкладывают. Хотя с девочками у нас большая проблема. У меня на 3 старших кружка всего 4 девочки. Ну вот из последнего, это в этом году в той же Северной Олимпии, Усть-Сысольская ладья 2022 года, мой ученик занял 1-е место в своей возрастной группе. Также 3 ребенка выполнили спортивные разряды. Вот. И в апреле месяце мы принимали, команда Усть-Колома принимала участие во Всероссийской олимпиаде по шахматам. Среди образовательных организаций это была олимпиада по решению шахматных задач. Команда Усть-Колома заняла 2-е место. В очных всероссийских турнирах, там у нас окно возможностей маленькое, мы участвовали всего 1 раз, у меня ребята ездили в 2020 году. В призы, конечно, они не попали, но заняли достойное место. Вот. Там среди мальчиков было более 120 участников, оба попали в 50 лучших. Ну, чтобы время не затягивать, хотел вам немножко еще рассказать, но, наверное, пропустим, да, буду заканчивать. Да. Да. Спасибо за внимание. Любите шахматы, играйте в шахматы. Но ростовые шахматы не использую. Почему? Потому что в 2021 году, вот и как говорил, после соревнований было принято с ребятами решение не только поменять название нашего объединения, но и взять направление, двигаться в спортивном направлении. Да? И то есть мы сейчас играем на турнирных досках, турнирами шахматами, маленькие шахматы мы полностью исключили из игры. Исключили весь мусор, в том числе и большие ростовые. Ну, в качестве развлечения в Зеленце, кстати, мы играли. Просто для первоклассников, вот ростовые шахматы, вот вам где из народного бюджета выигрываете. Давайте откроем дверь, потому что...
прошлом году вот мы жили в Зеленце у моих родителей с командой. Вот, они были очень рады и шокированы, конечно, такому этому. И вот мы каждый вечер с ребятами выходили во дворе, там играли. Там есть в основном шахматы. Спасибо. Вам еще будет представлена возможность, Андрей Сергеевич, выступить на наших республиканских семинарах именно с методикой, как вы готовите своих таких вот хороших шахматистов, да? И затем будут у нас приглашены тоже из других муниципалитетов, педагоги, которые занимаются развитием шахматного образования. И, конечно же, мы будем приглашать наших республиканских гроссмейстеров, знаменитостей в этом отношении, да, чтобы они тоже помогали школе. Спасибо большое. Сейчас Лариса Михайловна Что вы также пройдете? Напишите, пожалуйста, здесь свой телефон. Лариса Михайловна Косолапова, учитель географии в Ольгерской СОШ номер 2, со своей темой. Пожалуйста. Да. Всем добрый день, уважаемые коллеги. Я вам сегодня хочу показать процесс организации вот как раз того брендового мероприятия, о котором говорил Андрей Константинович, которое мы определили для нашей школы. Это Налимовские чтения, научно-практическая конференция. Мы статус сразу определили межрайонный на базе центра «Точки роста». Но сначала небольшая предыстория. Начиная с 2010 года я являюсь руководителем кружка научного общества учащихся «Исследователь». Цель деятельности научных обществ вам знакома, и ежегодно мы проводили школьную научно-практическую конференцию. Она называлась «Первые шаги в науку». Но еще участвуя в конкурсе имени Вернадского на федеральном уровне в 2010 году, конкурс еще называется по-другому «Чтение», «Юношеские чтения» имени Вернадского, зародилась вот эта идея провести налимовские чтения. Да? Почему налимовские чтения? Ну, прежде всего, это имя носит наша школа, имени Василия Петровича Налимова. Ну, вот какие функции вообще выполняет научно-практическая конференция? Да, вот как вы думаете, очень коротко, быстро. Вот почему вот такую форму, наверняка в каждой школе такую форму работы проводят, да, но она остается на уровне школьной. Многие работы учащиеся и педагоги выходят для участия на республиканский уровень, на федеральный уровень. А вот какие функции определяют, да? Ну, наверное, все устали, да, открою, да, вот какие функции мы для себя определили, да, прежде всего это и профессиональный рост педагога, это творческое сотрудничество учителей, учащихся, стимулируют конференции и познавательный интерес. Ну и что сегодня говорили об особой роли воспитания, да, это прежде всего воспитание личностных качеств учащихся, да, умение быть убедительным, уметь высказывать свое мнение, если коротко. И вот в 2021 году, так сказать, сложились, все звезды сошлись, да, когда в условиях пандемии, когда уже технологии пришли в школу, были созданы точки роста, и уже в 2021 году мы провели первую межрайонную научно-практическую конференцию. Значит, разработали логотип, как я уже говорила, наша конференция носит имя Налимова Василия Петровича, коми-этнографа, географа, писателя. Значит, какие мы определили этапы организации? Значит, ну, первый этап – это прежде всего определение цели, далее определение формата и платформы для проведения конференции, определение сетевых партнеров, направлений, логистики конференции, ну и, значит, окончание, так сказать, первого этапа, да, блока – это разработка положения конференции и издание приказа. Ну а теперь чуть более подробно по каждому этапу. Ну, какую цель мы определили? Это развитие у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской и проектной деятельности. Ну и обратите внимание, что эта конференция предназначена прежде всего для учащихся сельских школ. Какие задачи мы поставили, вы видите на слайде, да, и остановлюсь опять же на задаче, которая сегодня была обособлена, да, воспитательные задачи. Прежде всего это приобщать к духовно-нравственным ценностям российского народа, к научному и культурному наследию Республики Коми.
Значит, учредителем конференции является наша школа. Был, значит, определен организационный комитет конференции. Это научное общество учащихся исследователей, руководителем которого я являюсь. Это Центр образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста», руководитель Алена Александровна Савина, учитель биологии, и школьный историко-краеведческий музей, руководителем которого является Вера Вадимовна, учитель истории и обществознания. На следующем этапе, да, был определен формат, так как все-таки реализовывали мы в условиях ограничений, да, поэтому был выбран такой формат дистанционный на базе точки роста. Была выбрана платформа для проведения. В первый год мы использовали Teams, но мы от нее отказались, сложноватая эта система, ну и остановились на Яндекс.Телемост. Значит, при регистрации участников первый год мы также использовали Google формы, но, значит, отказались. Теперь электронную почту мы используем, что оказалось действительно удобно, так как сохраняются очень хорошо все материалы, которые отправляют наши участники. Ну и на слайде вы видите адрес электронной почты. Ну и был разработан уже в 2022 году информационный ресурс, сайт конференции. Я покажу тоже, значит, как структуру этого сайта. На третьем этапе были определены сетевые партнеры конференции. Ну, это прежде всего наши эксперты по секциям. Я назову, да, это управление образования администрации муниципального района Сыктывдинской, это районный центр внеурочной работы Выльгород, это педагоги школ нашего района, Академия юных талантов, Центр компетенций в сфере сельского хозяйства, кооперации, поддержки фермеров Республики Коми, архивный отдел, библиотека Сыктывдинского района, музей истории, это Центр Дом народных ремесел, Центр по УПТ и Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина. Значит, ну, как вы видите, да, значит, наша конференция позволяет общаться ребятам, значит, с разными людьми, да, из разных структур. Далее, значит, при определении направлений, да, и логистики конференции, работа конференции организована по возрастным группам, по каждой секции. Для 2-4 классов это юные исследователи, мои первые проекты. Для 5, 7 и 8, 11 классов это секции социально-гуманитарное, естественно-научное, техническое творчество, краеведение, экономика и бизнес-проекты, юный экскурсовод. И еще социальные проекты, секция была организована, но второй год не заявляются на эту секцию участники. И вот для каждой секции были определены кураторы. Это педагоги нашей школы, точки роста, ну вот как раз для улучшения логистики. Далее, значит, в рамках конференции мы проводим онлайн-олимпиаду, она называется «Этнографическое обозрение». Здесь могут принять участие все, да, независимо от возраста, и педагоги, и учащиеся. Победителей мы определяем из числа учащихся прежде всего. Ну и в этом году мы еще провели секцию для педагогов, где, значит, учителя представили опыт свой по теме исследовательская и проектная деятельность учащихся в современном образовательном пространстве. Вернусь на предыдущий слайд, еще пропустила. Еще одно направление. Мы организовали шахматный турнир для 5-7 классов, мы определили. Вот коллега уже говорил, да, использовали для этого платформу ЧЕС Самара. Значит, недостатки этой платформы были указаны, но там есть еще один плюс. Мы организуем закрытый турнир. То есть уже посторонние участники, да, которые могут вылить нежелательные комментарии, да, их нет. Далее. Ну и сейчас далее представлю сайт конференции, как он выглядит. Да. Вот так. Использовали платформу VIX. Ну, надеемся на то, что в этом году мы сможем продолжить работать на этой платформе. Ну, если что-то изменится, будем менять. Да? Значит, сайт, какие разделы, да, это новости, здесь положение конференции. Значит, конференция проходит в 2 этапа. Это
заочный тур отборочный и очный. Ну и по окончанию заочного тура мы представляем список участников, да, чтобы участники могли знать, да, кто приглашен на очный этап. Да. Ну, в этом году нам пришлось немножко поменять дату, да, проведения очного этапа. Далее здесь представлена программа конференции, краткая история, значит, о Налимове Василии Петровиче. Далее кураторы секций, да, значит, каждый куратор, каждую секцию сопровождал куратор, ну, если возникали какие-то вопросы, да. Далее подробно раскрыты этапы конференции. Далее, значит, даны методические рекомендации, да, например, к оформлению работ заочного этапа, к оформлению работ очного этапа, то есть еще и методическую функцию выполняют, да. Далее, значит, это раздел секции для педагогов, да, также необходима была регистрация, да, на это мероприятие. Ну, здесь мы еще добавим раздел публикации. Значит, те доклады, которые были представлены педагогами, они у нас будут опубликованы на сайте. Ну и далее вот онлайн-олимпиада. Значит, на сайте прямая ссылка с выходом на эту олимпиаду. Там используется платформа TestPad, очень простая платформа. Времени не хватает, чтобы перейти, да. Вот, очень простая регистрация. Сразу выдается результат и сертификат участника, который, ну, нужно скачать для себя, да. Ну а уже победителей и призеров мы определяем на заключительном этапе. Значит, онлайн шахматный турнир. Ну, здесь 5-7 классы, но приняли участие и ученики 3-го класса, да. Так, ну, здесь история конференции, да, вот в этом разделе можно скачать все сертификаты участников, значит, они здесь сохраняются, да, если вы потеряли, то можно их как бы для себя снова скачать. Ну, а мы возвращаемся, да. Так, далее, значит, ну и далее были разработаны положения и приказ. В положении что мы включили, да, значит, ну все предыдущие пункты, которые я раскрыла, они в положении определены, а также в положении раскрыт порядок участия в конференции, в онлайн-олимпиаде, в шахматном турнире, определены условия и формы участия, требования к оформлению тезисов, исследовательских работ, к устному выступлению, критерии оценивания, да, ну и требования к видеозаписи экскурсии. Таким образом, как бы положение также частично выполняет методическую функцию. Ну и здесь вы видите этапы проведения конференции, я уже говорила, это заочный этап и отборочный. В первый год было заявлено 82 участника, во второй год 87. Научный этап, первый год 77 участников, во второй год 72, чуть-чуть поменьше, да, более строгое жюри, наверное, было. Ну и в шахматном турнире он состоялся 22 марта. 15 пока учащихся района приняли участие, приглашаем коллег сюда, да, тоже принять участие в этом году, в этом учебном году. В этнографической олимпиаде 302 участника. Ну и география конференции охватила южные районы нашей республики. Это Ударский, Сысольский, Статагдинский, Прилузский, Усть-Куломский, Кавказский, Кайгородский. Хотелось, чтобы вот в следующем году и северные районы тоже приняли участие. Значит, в секции педагогов докладов было немного, 9 докладов, но тем не менее это педагоги Сактагдинского, Прилузского, Усть-Куломского районов поделились опытом. Тоже был определен дистанционный формат. Ну и, значит, здесь вы видите фотографию уже заключительного этапа, награждения победителей и призеров. Значит, логотип, я уже говорила, был разработан, грамота тоже, так сказать, авторская, да, дизайн этой грамоты. Ну и, конечно же, по итогам была проведена своеобразная работа над ошибками по таким направлениям. Первое, значит, была проведена онлайн-встреча экспертов и участников конференции, где эксперты дали рекомендации как для педагогов, так и для учащихся по выполнению исследовательских проектных работ, по проведению экскурсий. Далее был проведен круглый стол для кураторов конференции по организации проведения конференции, какие новшества мы
как бы предполагаем включить в этом году, это включить секцию для детей с УВЗ, это секцию по робототехнике для учащихся 2-4 классов, турнир по конной игре «Шег». Ну и, значит, совещание с руководством конференции. Хотелось бы увеличить финансирование нашей конференции, да, и расширить географию. Хотелось бы, конечно, и на республиканский уровень выйти. Ну и очень коротко, да, приглашаю всех принять участие в нашей конференции уже в 3-й межрайонной конференции «Налимовские чтения» 2023. Ну и вот таким образом считаем, что вот такая форма работы, организованная на базе точки роста, выполняет все те заявленные функции к этим структурным подразделениям. Спасибо за внимание. Вопросы, коллеги? Может быть, вопросы есть? Нет, всех Очень, ждем. очень Да? грамотное построение и доклада, и всего хода подготовки и проведения конференции. Может быть, тогда задействуйте Криво, чтобы мы шире транслировали. Хорошо, ваше мероприятие. Можно будет презентовать себя. Наверное, надо. Вот Да. так. Нам выйти через РБУ хотя бы. Спасибо. Так, приглашаю следующий у нас? Майю Александровну Буеву. Город Митинг. Как называется ваша презентация? Направление и формы работы центра. Вот это. Да, конечно. Коллеги, немножечко мы продлились. Без 10:02 мы пойдем на обед, чтобы всех успеть охватить. Но все равно ускориться немножко нужно. Да. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу вас познакомить с направлениями и формами работы Центра цифрового гуманитарного профиля и точка роста нашей школы номер 1 города Нигу. Вообще, я должна сказать, что, наверное, точка роста красивое такое, да, название. Все ведь очень просто, что для того, чтобы нащупать эту точку роста и определить вектор развития наших ребят с вами, нужно дать им возможность почувствовать себя в определенный момент фантазером, изобретателем, исследователем и так далее. И наше направление и работы в точке роста именно на этом и сосредоточены. Команда, которой мы реализовываем нашу деятельность, состоит из руководителя центра точки роста, это Бакурина Джидаря Виговна, завуч по учебно-воспитательной работе, 2 учителя технологии, учитель ОБЖ и физкультуры, и с нами еще работает педагог дополнительного образования ДЮС нашего города Богина Светлана Викторовна. Я бы условно разделила на 2 направления, да в принципе так и есть нашей работы. Это образовательная деятельность и неурочная деятельность. Образовательная деятельность – это наши с вами уроки. То есть все материально-техническое обеспечение этого и оборудования, которое у нас здесь есть в точке роста, мы используем на уроках ОБЖ и технологии, проводим также профориентационную работу, осуществляем проектную деятельность. Ну а внеурочная деятельность, да, определена программами дополнительного образования. Мы выделили такие, как 3D-моделирование и прототипирование, взяли аэро- и геоинформационные технологии, подключилась школа безопасности как гражданско-патриотическое направление и медиацентр. Немножечко о том, что мы делаем на уроках технологий для того, чтобы вот дать им нащупать этот вектор своего развития. Как применить цифровизацию нашего образования и увеличить интерес и тем самым измерить потенциал ребенка в том или ином направлении. Возьмем простую программу, в которую все ребята знают, Paint 3D. Ничего сложного в ней нет, но если вы уточните у ребят, занимаются ли они дома, рисуют ли они дома, большинство из них скажут навряд ли нет, потому что это стандартная программа в компьютерном ПК, которая имеется, и она просто для того, чтобы обработать какую-то информацию, а мы на уроках применяем ее с ребятами, они
очень интересно выполняют работы. Вот, например, в разделе моделирования одежды они рисуют модели, они подбирают к ним различные аксессуары, дополнения, фурнитуру. Все это представляют и, естественно, рассказывают об этом. Когда завершаются уроки кулинарии, не всегда удается приготовить то блюдо, которое им хотелось бы изготовить и как бы оно выглядело, а пофантазировать, как бы оно выглядело, они вполне могут. И прекрасные представляют работы и в этом плане. Вот в данном случае десерты рисовали. Ну и, конечно же, сервировка стола, как они будут встречать гостей, они тоже фантазируют и защищают. Поэтому программа Paint3D нам здесь очень помогает. Ну а также какие-то тематические дополнения, творческая работа. Вот, например, ребята, я им предложила побыть инженерами-конструкторами, ну а потом еще и полететь в космос на своей ракете. Что они прекрасно сделали. Каждый из них зарисовал свой объект инженерный, представил себя космонавтам. Это тоже их повышает, их интерес к изучению этого направления инженерно-конструкторского. Создание одежды. Наверное, поймут меня те педагоги, учителя технологий, которые преподают технологию ведения дома, что одним из сложных объектов работы этой технологии обработки швейных материалов является, ну и, соответственно, самый сложный этап – это конструирование, построение одежды. Мы работаем с карандашом, с линейкой, выполняем сложные вычисления. Тут нам тоже помогают компьютерные программы. Такая программа, как RedCafe, она в режиме онлайн, потому что, к сожалению, платная является в режиме онлайн, бесплатная, но тем не менее ребята могут пользоваться комплектом готовых выкроек, очень большая база выкроек бурдамоден заложена уже, и мы можем создавать самостоятельно, то есть выполнять построение, используя инструментарий этой программы. Да, они построение сохраняют, и в личном кабинете потом сохраняется эта конструкция, распечатывается на обычном принтере, из листочков вот они склеивают, вырезают, получают готовую выкройку, по которой успешно выкраивают. Должна сказать, что вводя собственные размеры, даже в корректировку типовой выкройки, они получают практически идеально точную конструкцию. Сколько мы не выполняли примеров, минимальное количество изменений вносим после первой примерки, что им очень нравится. Но тут главное точное снятие уже мерок. Значит, очень ребята любят фантазировать, и не просто фантазировать, а получая какое-то задание. Ну, естественно, чтобы войти в мир инженерных конструкций, мы даем им возможность ими побыть, но совсем немножко. То есть маленькие 15-минутные задания в виде маленьких призов мы выполняем на уроках технологий. Ну, например, вот, создать самое простейшее сооружение из подручных материалов, но чтобы оно удержало какой-то предложенный объект, ну в данном случае компьютерную мышь. Вот быстренько они соорудили, каждый из них защитил потом свою, каждая группа защитила свою работу. Ну, должна сказать, что успешно справляются и объясняют, почему такая конструкция и что она имеет, какой функционал. В дальнейшем, после того, как они уже освоят этапы макетирования, мы переходим все-таки к знакомству с трехмерными объектами. Здесь нам помогает такая программа, как Компас 3D. Мы в направлении промышленный дизайн с ней знакомимся уже с 5 класса и постепенно небольшими инструментами приходим к созданию чертежей и объемных конструкций, и они уже, спускаясь в мастерские в кабинете технологий, уже могут работать по созданным ими конструкциям, чертежам их изделий. Конечно же, несложным. Табуреточку они пока еще у нас не собрали, но несложные маленькие конструкции они все-таки выполняют в виде ложек, гантелек и так далее. Вот. Не могли мы обойти и лего-конструирование. Очень уж нам хотелось бы продолжить это в виде робототехники, но, к сожалению, у нас нет комплекта для робототехники. Есть только лего-конструкторы с электротехническими составляющими. Мы можем, конечно, заставить двигаться наши модельки,
но, к сожалению, не так, как мы хотели бы, то есть без элементов программирования. А ведь программировать-то очень хочется. И вот в 8 классе мы с ребятами осваиваем сервис Tinkercad, который нам позволяет и изучить программируемые платы Arduino, прописать несложный код для них и познакомиться с электротехникой. То есть как бы мы помогаем нашим физикам практически закреплять знания по направлению электрический ток. Здесь мы собираем простые и сложные электроцепи, заставляем их, скажем так, работать, проверяем ошибки, ищем несоответствие, что неправильно сделали. Все составляющие цепи еще раз повторяются, изучаются. И небольшие творческие задания в виде 3D-моделирования в Tinkercad, так как оно не очень сложно, а это ребята по электротехнике работают в 8 классе, они с удовольствием тоже выполняют, если у них остается время на это. Конечно же, не увидеть свой результат работы они не могут, поэтому у нас рядышком стоит 3D-принтер, который быстренько их маленькие творения печатает. Ну, не совсем быстренько, но, конечно, печатает. Уроки ОБЖ, конечно. У нас очень, да, мы Да. называемся из графиков, и я понимаю, что вы еще Много. очень долго, да, будете говорить. Вам предоставится возможность на семинар. Хорошо. Публикации. Хорошо. Семинар, Александровна. Хорошо. Да, это только урочная деятельность, а у нас еще есть неурочная деятельность, уважаемые педагоги, которой мы тоже очень много уделяем внимания. Вообще у нас, скажем так, центр точки роста очень кипит, гудит, работа идет. И я скажу вам только одно, что нам помог в этом мобильный технопарк Кванториум. Они приезжали к нам, работали с нашими ребятами, очень высоко их мотивировали. Они с удовольствием ходят и хотят продолжить эту работу. Мы стараемся им очень в этом помочь. Поэтому им вот большое спасибо. И последние вот соревнования, в которых приняли наше участие, ребята, наша команда участия, это были «Крылья Победы» на базе Кванториума в Сыктывкаре. Вот, они создавали объект, который должен был преодолеть какие-то препятствия, и приехали с очень большим воодушевлением. Эту работу мы продолжаем. Поэтому я думаю, что в наших с вами школах центры «Точка роста», они стали важным звеном нашего образовательного процесса. Спасибо вам большое. Хорошо. Вы ОБЖ занимаетесь? Нет, у нас разные педагоги работают в ОБЖ и медиа направления. У нас остается интересное очень сообщение, не то что сообщение, это мастер-классы, да, что бывает не так часто. Сергей Александрович, Пожалуйста. Ясновская СОЖ. Андрей, прошу Помочь, да? обновить странички, потому что они уходят в спящий режим. А на первых двух сделано, Константин Андреевич, на вот остальных двух. Так, 5, да? Ну, я демонстрацию сделал. Нет, не стоит. Я понял, по проверенному пути, да? Просто, да. Хорошо. Там поле открытое, свободное, да, правильно? Или мы Да. Нет, поле, пустое поле, да. Коллеги, на сегодня... показать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Мартынов Сергей Александрович, директор Ясновской СОЖ Сокольнинского района. В одном лице руководитель «Точки роста». Преподаю направление робототехника, шахматы, 3D-моделирование, промдизайн. То есть сегодня я предлагаю вам со мной сделать такую вот модель. Ее, наверное, лучше на камеру показать, да? Вот такая у нас модель будет флагов. То есть тема на сегодняшний день весьма актуальная. То есть миниатюрная, которая, в принципе, напечатается за буквально час. Здесь, я так понимаю, 3D принтера у нас нет, печатать мы не будем, да? Но принцип я вам покажу.
Мы сегодня будем делать именно такие флаги. Да? То есть создание точки роста в нашей школе это большой шаг вперед в будущее. Это позволило достичь вот за эти 2 года определенных результатов в этой деятельности. Понятно, что в малокомплектной школе финансирование не такое большое, и вот это оборудование, которое к нам пришло в связи с открытием центра, это был просто, ну, такой, сказать, шок, что нам пришло такое оборудование, что у детей появляется возможность быть наравне с городскими большими районными школами. И есть такая возможность, то есть оборудование пришло, а так как детей-то у нас немного, в принципе, малокомплектная школа, то есть каждый ребенок задействован в точке роста по тому или иному направлению. И сегодня в рамках реализации этого проекта нам понадобится цветной принтер плюс бумага, 3D принтер плюс расходные материалы, это пластик, среда моделирования для работы с объектами, для работы с 3D объектами это Tinkercad. Вот сегодня у вас на столах есть 4 ноутбука. Скажите, пожалуйста, кто знаком с этой программой? Поднимите руки, пожалуйста. Немногие, да? То есть кому интересно начать? Вот мы всем вот сейчас здесь начинаем, то есть вот, кто более заинтересован, можете взять инициативу. В принципе, ноутбуки на каждую группу по 4 человека я раздал. Сейчас небольшой алгоритм пошаговый мы пройдем, да. Повторяйте, да. Чтобы он не уснул, да. То есть у вас сейчас открыто пустое рабочее поле. То есть чуть-чуть и продолжу. То есть для того, чтобы распечатать, у нас, вот, допустим, у нас в учреждении установлена программа RepeaterHost. Это программа, которая из 3D модели формирует код для 3D принтера, который уже печатает послойно. То есть у него всегда идут свои настройки у своего 3D принтера, то есть персональные. И поэтому вот у меня вышла печать, допустим, примерно час отпечатался вот этот объект. Примерно час. Можно сделать размеры побольше, там вот в основании оно внутри пустотелое, то есть площадь покрытия, площадь заполнения, она разная, у каждого принтера задается своя, и поэтому время у всех будет разное. Сейчас я переключаюсь на платформу Tinkercad. Надеюсь, где она? Вот она. Да, вот она у меня открыта. Первоначально, что мы делаем, вот оно, пустое поле, мы занимаемся вместе с вами. Основание взято простое, то есть просто круглое основание для более быстрой печати. Сначала было другое, я предполагал, но мы возьмем такое, круглое. То есть есть объект, мы его просто перетаскиваем мышкой на поле, перетащили, вышли размеры, все видят, да? То есть на полях под стороны. Здесь сторона стоит 20. Конкретно в этой модели сторона 50 миллиметров. Ставим 50. Нажимаем Enter. И что? Не поменялось? Нет, не поменялось. Ладно, пойдем другим путем. Значит, нажимаем на красный квадратик, то есть выделяется на основании. Всем видно прямоугольник, где виден размер. Нажали и видим размер, глубина, ширина, длина, высота. Там задаем размер 50. В двух местах, 50 и 50, по горизонтали и по вертикали. Задали, мы увидели, что наш объект увеличился, да, по соответствующим размерам. У всех получилось дойти до этого шага? Да? Все получилось, да? Теперь в центре, посмотрите, в центре данного цилиндра есть еще белый квадрат. Нажимаем на него, высота, видим высоту 20. Высоту ставим 5 миллиметров. 5 миллиметров. Нажимаем Enter. Все, у нас основание практически готово. При печати, так как уже я знаком с 3D печатью более детально, печатались выступающие объекты, мачты флагов, они печатались отдельно. То есть мы их потом собрали, потому что при печати, когда головка ходит, они немножко имеют свойство двигаться, она за собой его тянет и немножко меняется
ну, сама печать. То есть она может не там напечатать. То есть он за собой потянул, но в другом месте за счет того, что пластик остыл, когда он тянет, то вторая мачта может скривиться. А печатает он в том же месте. И поэтому мачты немного могут корректироваться. Поэтому вот это первый объект. Мы его можем двинуть левой кнопкой мыши. Двигаем в любом месте в рабочей плоскости. Да? Все, подвинули. Теперь определяем, так как флагштоки у нас съемные, определяем размер мачты. Здесь размер мачты 100 миллиметров. Опять эту форму. А? Какую форму? Форму мы берем прямоугольник. Вот да, кто смотрит, берем параллелепипед, да, все правильно. Параллелепипед взяли, определяем его стороны. Здесь, вот на данном этапе 3 на 4 миллиметра это ширина и длина, а высота 100. Определяем стороны. 3, 4. Нет, боковой давайте сделаем 100, потому что он будет у нас лежа печататься. Почему-то тут панель очень уменьшилась. Где ее расширить? Сейчас. Она вообще малюсенькая. А сторону? А сторона, то есть вот эта вот высота 3, то есть кладем ее в горизонтальную поверхность. Высота 3, высота 3, ширина 4. Ставим сюда 3. Все, вот мы получили. 3 на 4, да. Чтобы мы 4 миллиметра разделили, нам еще нужно вставить туда листочек флага по 0,5. У всех ли получилось? Что-то получилось, да? То есть получается параллелепипед, длина 100, высота 3, ширина 4. Получилось, коллеги? Высота 4, ширина 3. Да, все получилось? Получилось, отлично. А дальше нам нужно сделать вырез для флагов. Вырез экспериментальным путем. Вырез мы приняли шириной 0,5 миллиметра. 0,5 миллиметра. Берем пустотелый объект, такой же параллелепипед. Высота здесь нам не важна. Длина флага вот на этой модели. Вернее, высота флага 5, ширина 7,5. Соотношение 2 к 3 выдерживаем как государственных символов. Высота флага 5. Но, нет, мы сделаем 5 с учетом верхнего оголовка. Он садится на 3 миллиметра, 53. То есть можно просто его, 53. Видно, 53 набираю, да, а ширина вот здесь мы выбираем 0,5. Получилось? Длина какая там, ширина и высота? Высота не важна, то есть это пустотелый объект, который будет разрезать вот нашу мачту. Да? То есть высота не важна, толщина 0,5 и длина 53. И теперь мы накладываем, берем левой кнопкой мыши, накладываем один объект на второй. Да? Видно? Правой кнопкой мыши, если вы задействуете на свободном поле, на рабочем, его можно вращать. Да? И тот объект, который выделен, можно мышкой его аккуратненько двигать. У кого не получается. Да? Клавишами. Посмотрите, есть здесь сетка шаговой привязки. В нижнем правом углу рабочей плоскости есть сетка шаговой привязки. Выбираем 0,5. 0,5. Это чтобы вот эту плоскость мы могли двигать не по миллиметру, чтобы в серединку поставить,
а мышка увеличивает, да, то есть вот мы видим, вот более детально, вот она у нас деталь, вот она у нас двигается вместе с... Раз, два, три, ну здесь на глаз уже видно, что должно получиться, да, то есть ширина 53. Ну, тут не суть не столь принципиально, главное, чтобы у нас бумага влезла. Вот, примерно посередине поставили, не будем углубляться, то есть уменьшили. Подвинули. Правой кнопкой мыши можно двигать рабочее поле. Правой кнопкой мыши. У всех на этом уровне, на этой стадии? Константин Андреевич, будьте добры. Да. Если у всех... Все дошли до этой стадии? Нет, а получается, вот у тех не пропустили, пока вы рассказывали про параллелограмм, да, вот, они пропустили шаг по всем этим. Ну вы на примере одного покажите сейчас, да, вот двое идут, по-моему, с вами. До конца, да. Двое идут, Нет, да. я покажу, я могу сейчас еще одну деталь, точно такую же создать. Прямоугольник. Ну, остановились на Да, прямоугольнике, прямоугольник, да? да. Смотрите, берем этот параллелограмм, выставляем по нулям на сетку, выставляем размер. Здесь у нас получается 4, длина 100, Enter нажимаем, высота 3. Высота 3. Все, вот деталь получилась. Остановились на каком шаге? Параллелограмм такой получился? Да, ну да, я понимаю. Получается неудобно, мы не можем, она постоянно расширяется. Вы идите по своему этому, да, уже надо уже Я завершать. Все понял, Мы, да. они понимают. То есть принцип понятен, да. Ага. То есть вот это у нас мачта, да, и теперь делаем оголовок. Оголовок нам нужен для того, потому что и когда мы вставим бумагу, пластик все равно мягкий материал, он будет расширяться и флаг будет выпадать. Оголовок уже в процессе создания, я пришел к тому, что нужен оголовок. Оголовок можно сделать из чего угодно, самое простое, я взял полусферу, вот. Оголовок, значит, у нас здесь, чтобы он беспрепятственно можно было посадить, то есть нижняя часть, которая не будет, которую мы вырежем кубом, он будет 4 на 4 миллиметра, а здесь размеры 8 на 8. Мы опять же видим, да, если приблизить мышкой, опять нажимаем на уголок, ставим 8 размер, второй размер 8 и высоту давайте тоже 8. Вот такая полусфера у меня получилась. И теперь в этой сфере нам нужно сделать паз, да, отверстие. Отверстие в форме параллелепипеда. Мы его вытаскиваем сюда, да, то есть определяем стороны. Стороны определили 4 на 4. И высота тоже, высота тоже 4. 4 определили. Теперь мы вот этот куб вводим. Так как у нас 8 мм, по 2 мм на каждую сторону, и мы его вводим туда, вот так вот, да? Чтобы увидеть, чтобы он стоял в центре, мы правой кнопкой мыши переворачиваем, да? Видим, что он находится в центре. То есть от края отходим на 2 мм, в принципе, он должен получиться в центре. Вот, чтобы убедиться, мы это увидели. В принципе, вот у нас все 3 детали, они готовы. Можно распечатать их вместе, можно отдельно. Я печатал их отдельно, потому что на каждый делал файлик. Вот у нас готовый объект. Все, флаги. То есть его можно распечатать. Здесь у меня добавлена надпись. Эти формы я уже не буду вдаваться в нюансы, да. Но в принципе построение вот этой модели на этом заканчивается. Ой, здесь нужно еще сделать отверстие. Отверстие для флага. Ну, да, принцип понятен. Тоже ставим его 3 на 4, да, 3 на 4. Этот объект мы двигаем сюда. Вот он, определяем его центр. Они первоначально сразу создаются на плоскости. Если мы выбираем объект, вот он стоит, как бы пустотел, он стоит на плоскости. Да. Объекты можно копировать стандартными клавишами Ctrl-C, Ctrl-V. Второй точно такой же объект появляется. Располагаем его симметрично.
симметрично расположили. Ну тут, чтобы миллиметры не высчитывать, Тут высота не примерно, важна. да, высота не важна. То есть вот смотрите, так же как и с мачтой, так же как и с мачтой, мы выделяем все объекты, выделили все объекты, нажимаем, есть клавиша сгруппировать, сгруппировали, у нас появляются вот такие два отверстия нашей пуговки, скажем так. На этом все объекты, которые будем печатать, закончились, да. Файл сохраняется, заходится под учетной записью, Дайте завершить. заканчивает, ну, сохраняется файл вот здесь. Я назову его 1 под своей учетной записью. На ваш компьютер, когда вы будете заходить лично, вы будете заходить через свою учетную запись. Они все у вас сохраняются. Все, файл сохранили, да. Нажимаем экспорт, экспортируем файл формата STL, это 3D формат трехмерного изображения. Все, сохранили, он у вас сохранился и ушел в загрузки. Загрузки, ушел, где они загрузки здесь? Яндекс через 3 точки. Найдем. Вот, мы в загрузках должны видеть этот файл. Почему не видим, я не знаю. Да, вот мы видим один STL файл. Если мы его открываем, он должен, в принципе, открыться через Paint 3D. Вот, мы его, он установлен, да, он стандартный. Все, вот мы видим эти три модельки. Сделали. Потом открываем программу Repeater Host, которая будет послойно программировать код для 3D принтера. То есть у каждого принтер свой, поэтому программу я не стал привязывать. Да, то есть на этом мы сворачиваем. У нас осталось сделать флаги. Флаги самое простое, где определяется размер ячейки 5×7, это мне показался Microsoft Word. Поэтому Word открываем, новый файл. Создать. Делаем вставку таблицы. Страничную. Выделяем табличку и определяем параметры ячейки. Свойства таблицы. Да, свойства таблицы. Ячейки. Столбец. Да, то есть ширина у нас 7 сантиметров. 7,5 даже нет. Да, 7,5 сантиметров. Вот. Также определяется высота строки. Она у нас будет 5 сантиметров. Все, вот у нас готово. Это, в принципе, размер флага. Его на 3, если 5 делить на 3, то есть сейчас свернусь, 1,67, по-моему. Память, свойства таблицы. 1,60. Все, уже коллеги поняли, да, уже понял, да. А потом ячейки закрашиваются в свой цвет, и получается вот такое вот изображение. С двух сторон оно получается симметрично. Если симметрично поставить, центровать по листу, и выводится на одном листочке, буквально, по-моему, я все флаги на одном листочке распечатал. Да? Вот такой небольшой класс по созданию. Сейчас, одну секунду, это еще не все, да? То есть я наложил туда, можно накладывать шрифт, который немножко выпирает. Сегодня для сельской школы я распечатал в таком формате Часовская школа и День сельской школы с сегодняшней датой. То есть, как мы хотели распечатать, Константин Андреевич, там на окошке, Константин Андреевич, вот здесь на окошке, мы как будто бы распечатали на мастер-классе пакетики в правом углу. Ага. Коллеги, у кого просьба раздать, поднять руки, я понимаю, на всех не хватит. Там всего 9 экземпляров. Кому нужно, поднимайте руки, забирайте. У кого есть 3D принтер, вот эти файлики, есть презентации, есть ссылка на Google Диск. Все можно скачать в таком формате. Да, можно скачать. В принципе, это будет и если будет рассылка, оно есть и презентации. То есть я возвращаюсь. Нет, такой здесь. Это другое учреждение. Спасибо большое. Так все понятно, да? Все понятно, да. То есть я возвращаюсь, вот краткосрочный проект, он прошел, вот это так выглядит Repeater Host, да. Здесь видно на экране, что время печати, сколько уйдет пластика, то есть параметры принтера.
Дальше, вот Microsoft Word, вот такой у меня получился. Сборка, ссылка в презентации на Яндекс.Диск, который будет активен в течение месяца. Кому интересно, можете скачать. В принципе, сборка несложная. Вот. Очень подробно Да, рассказал. очень подробно, да. И Интересно, хотелось бы рассказал. сказать, что вот за эти вот 2 года, которые у нас в школе открыта точка роста, у нас есть среди больших достижений. Это первая победа Аэрофест, то есть мы забрали первое место на районе. В этом же году выступили и забрали первое место на республиканских соревнованиях Аэроробототехника 2021 в номинациях «Управляемый полет» и «Программируемый полет». Это был прям взрыв, то есть у нас сразу в первый же год такие достижения достигли. В этом учебном году у нас 2 место на республиканском технологическом фестивале Технофест Коми 2022 с помощью мобильного конториума, который к нам приезжал, то есть они были задействованы, дали толчок, был отличный тоже, были призовые места. И победители на международной практической конференции «Долиновские чтения» техническое творчество, первые места в разных возрастных категориях. Спасибо. Так, коллеги, мы переходим к последнему завершающему мастер-классу, после этого идем на обед. Так, пожалуйста. Нет, там не Нет? буду сидеть. Так, тогда вы будете стоять. Да, мне надо просто Так. листать презентацию. Хорошо, давайте сделаем так. Я вот сделаю вот так, максимально. Вот так. И буду тогда листать вам, да, помогать? Да, давайте. Хорошо, давайте. Коллеги, все. Еще немножечко терпения вашего. Еще работаю чуть-чуть. 10 минут, да? Да, максимально. Так, мы заходим куда? Точка роста. Вот это, да? Ага. Всем добрый день, разрешите представиться. Я являюсь учителем физики Выборгской школы номер 1. Опыт работы учителем физики у меня всего лишь 2 года. И начну я с того, что я быстро, потому что раз все выступили, а мне время ограничили. Я бегом. В нашей школе, перелистните, пожалуйста, слайд. В прошлом году наша школа с прошлого года является центром образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В этапе вот этого федерального проекта было открытие точки роста, да, официально 16 сентября. Следующий. Еще. Коллеги, чуть-чуть потерпите, пожалуйста. Еще. Подготовлена нормативно-правовая база. Еще. И просто скажу, что были подготовлены технологическая, биологическая лаборатория. Следующий слайд. Лаборатория, получается, по информатике, кабинета информатики и физическая лаборатория. И здесь рекреации можно свернуть и выйти только там, где сейчас я вам скажу. Потому что я сверните презентацию, да, и переведите на там слайды. Не буду просто про все это, раз времени нет. Еще вниз. Вот сюда. Да, отсюда. И у меня к вам вопрос. Вспомните, пожалуйста, кабинет физики. Ну, тут есть и молодые, и помоложе, и повзрослее учителя, педагоги. Скажите, пожалуйста, без чего вы не представляли кабинет физики? Из розеток. Абсолютно верно. Да, я принесла комплект, который был такой достаточно свежий. Идя работать в школу, здесь был комплект, в школах были комплекты, замечательные, красивые такие коробочки. И всех коробочек вы все помните. Все должны помнить источник питания, который обязательно должен подключаться не в розетку 220 вольт, а определенно на 4 вольта или на 36. В каждом учителе физики, в каждом кабинете физики есть распределительный щиток. Если в нашем случае получалось так, что свет отключали, сельских школ, то лабораторная оставалась. То есть все, что здесь есть, все зависело от этого. В прошлом году мне, наверное, повезло больше всех, получив комплекты по физике, у меня оказался полный комплект, мы получили вот такой источник. У вас у всех на столах лежат сейчас 3 комплекта. Я вам как детям в классе во время урока. Но единственное, чем отличает вас сейчас
знания ваши и детей 8 класса по теме электрический ток, это то, что они знают. Ну, это блок питания, да, они умеют записать его, как это выглядит. Есть у кого-то амперметр, вольтметр, ну там трогайте руками, это смело, не бойся, ничего не сломайте. Есть ключики, да, вот я теперь возьму ключик. У нас есть ключик, когда будете собирать сейчас цепь, ключик разомкните, чтобы он у вас это трудно сжечь, но мало ли. Резистор у нас есть лампочки, это лампочки у вас у всех есть, у кого-то нет лампочки, есть вольтметр просто. Ну, постарался поставить лампа, а вот белая пластинка. Ага, можно так вот покажу, это резисторы. Помните, в школах пластинка, и мне проволока много-много-много накручена. Реостат, например, вот он сейчас в нашем мире современный. И резисторы, вот такие коробочки, может быть, помните, были в форме цилиндриков. Ну, вот сейчас все это вот усовершенствовано. Теперь возьмите, пожалуйста, смело провода, познакомьтесь с ними, потрогайте их, они очень удобные. Он вставляется. И теперь возьмите источник питания и попробуем собрать цепь, и почувствуйте себя немножко учениками 8 класса, немножко окунетесь в электрический, тему электричества. И посмотрите, насколько на 3 вольта или 4,5 вольта делайте, чтобы лампа не сгорела. Ну, лампа не сгорит, но смотрит. Обязательно соедините через ключик. Цепь, вот она, да, вставлена цепь. Там, правда, уже всякая разная еще примета. Наберите на ключик и на лампочку. У меня нет лампочки, просто. На ключик, да? И вот да, таким образом у нас получается блок питания на ключ, с ключа на лампу, с лампы снова на блок питания. Поставьте и все. И зажимаете ключ, свет, пожалуйста. Молодец, мальчик, мальчик, самый этот, шустрый мальчик. Да? Вот на лампу. Мальчик. Нет, сюда, соедините, вот соедините. Да, посмотрим, девочки, у нас получится или нет. Ура! Горит свет на всех объектах. Разомкните, пожалуйста, ключи. Посмотрите, пожалуйста, на ваши схемы, что перед вами получилось у вас собрать. Можно ли это было? Вот оборудование точки прироста позволило мне, начиная с прошлого года, вводить эту тему электрический цепь. Очень легко. Я не говорю, так, сидеть, пока мне не покажете цепь, не смейте замыкать, розетки не включать. Этого нет, это облегчает. Просто первый опыт, я помню, первый лабораторный на таких комплектах. У меня девочки здесь сидели, что обычно сажаем шишки. И они, а мы не можем. И честно, да, это мои выпущения тоже, но они весь урок собирали, они не смогли собрать. И в итоге вот осадочек у меня, урок закончится, осадочек остался. Чтобы девочек заставить сделать лабораторную, а это я говорю, это как контрольная работа, они должны прийти дополнительно. А дополнительно, ну знаете, с учетом пандемии, кабинет не всегда свободен. Теперь, когда у меня консультация по ЕГЭ, ну в основном по ЕГЭ у них я беру, я беру свой лоток, выхожу в рекреацию, и мы в рекреации спокойно сидим, и каждый собирает и соединения, все, которые есть, и какие-то законы, например, проверить физические результаты. Это все можно в любой абсолютно аудитории. Еще один момент. Их всего 8 комплектов. Ну, а детей всегда больше. Как быть? А можно назад? Я делаю вперед. Соединяю столы, которые тоже точкой роста. И делаю следующее. Еще вперед. Можно вперед. Назад, наоборот тогда. Еще назад. Вот такой. Я делаю так. Из одного блока питания мы можем вывести 2 цепи. Одна цепь на одну пару детей, вторая на другую. И никаких проблем в этом нет. То есть, ну вот эти старые беру, кроме источника питания, здесь все практически то же самое. И вот таким образом. А когда вот вы сделали, собрались, получается, задаются вопросы.
А если вот это подключить, а если вот то подключить, а если я вот это подключу так-то, а вот другое подключу будет так же или не так? Появляется куча огромных вопросов. И можно последний, предпоследний слайд. Извините, пожалуйста, Ситуация. уже опять передвинули, сказать, вам уже бежать. Затруднение при решении новых задач приводит к пониманию учеником недостаточности своих знаний, мотивирует на то, чтобы они знания получить. И благодаря Закончите красиво. Большое спасибо. Очень здорово. Так, уважаемые коллеги, мы сейчас организованно переходим на обед. После этого мы постараемся вернуться, да, я так понимаю? Нет уже, да? Так, у нас должна была быть экскурсия там вообще, по-моему, в плане, да? Мы немножечко, да. Большое спасибо всем выступающим. Для тех, кто нас смотрит также, мы прерываемся, потом технические специалисты завершат все. Так, в чате вопросов не было. Все, спасибо. Большое всем спасибо за представленный опыт. Я думаю, нам стало интересно вместе, да? И мы продолжим наше общение в текущем учебном году. Всего вам хорошего, будьте здоровы, до свидания. Так, все бегом в коробку. Да, детский сад это вот здание, вот выходим, и вот оно вот прямо, да, находится. У кого талончики, у кого, да, все такое. Это кому кто-то не взял? Это ваше? Ирина Дмитриевна оставила. Спасибо. Спасибо большое. Я там все рассматривали. Сергей Иванович, психологическая область будет развиваться, да? Или не хватает Нет, еще там к нему идет. А вот сейчас весну, в июне или 6 июня, Тинькофф из Пожалуйста, 10 минут на еду. Ирина Дмитриевна, нам дает 10 минут на еду, пойдемте. Господи, все, ну прямо... А уже начало. Так что быстро скомкали. Да, да. Так, у вас какая группа была? Какая? А уже что, никаких экскурсий не будет все равно. Можете идти в зал, все, потому что Нет, у меня тут в столовой там. Мы идем на Все.
Да, как обычно, лимит на всех не было, а у меня осталось 10 минут. Да, В конце Да, я говорю, мы вообще не соблюдали. Я была средняя. Да? Не соблюдали регламент, и мне осталось 10 минут. Так, я сейчас вас тоже. Пошлите домой. Иди кушай. Не хочу кушать. Подожди, не можно. Ну, Послушай, пока ехать будем, ты уже купила талоны. Я голос сорвал. Да ты что? Но мне кажется, что у вас просто было много людей. И у вас у всех практическая часть. Нет, всегда, только мастер-классы. Ну просто я говорю, лимит не соблюдали, и как итог получилось, что мне осталось 10 минут. А хотя мне 20 минут полагалось. А всем закрыли, всем запретили. Я об этом не предупредила. Ну, как всегда, потому что уже перенасыщение. 6-7 человек. Да должно быть 5-6, не больше. Перебор. Да, я правильно считала. Вы не остаемся ли? Ну, я не знаю. Это же не начальник. Нет, Ирина Степановна же сама предложила. Но Рыма так сказала, Рыма сейчас скажет, что она уйдет, и скажет. Если скажет машину, сели быстро, мы сели. А автобус далеко у нас? Ну, где-то, не знаю, где мы вышли. Еще под конец голос. Все равно плохо. Да. Я так. Владивостока. Иди спокойно. Во время сейчас закрытия поедешь. Поехали. Это ваши вещи вот это? Нет, это только Кто-то оставил? Где пополнить запас воды, там бутылка стоит? Вон, две бутылки. Я с собой тоже воды взяла. Так вы возьмите целую полторашку, чем таскать. Не помещается, наверное, верстка, да, привезу? Я налито. Сегодня с утра налила. 0 литров. 0 литров? Ну, налито, я все выпила. Вот так вот. Ну, ладно. Да. Надо поставить входа. Спокойно. Там опять полно народу, наверное. Нет. Я хочу и говорю. Ну, сейчас посмотрим. Ты спокойно пока закрыть.
Я не знаю. Вон, наверное, видали уже. Нам то, что здесь они написали. Наверное, видали. Группа обедает
Таблички стояли на столиках, вы не видели? Так, куда-то их унесли. Здесь. Четыре. Ручки там у нас. Вадим ушел? Ну, это понятно, а что вместе со слезами на глазах? Ну, вот так, я когда не я говорю, вот так.